Записывают дети свои мечты в тетрадке, как будут жить они, и будет мир иной. Но есть один дневник девчушки ленинградской, лишь 42 строки из книжки записной. Вот первая страница, и почерк исковеркан, замерзшую рукою, ведь доме нет тепла. 11-летняя Таня, пионерка, карандашом писал. Женя умерла. Шел 41 год, голодная блокада. За ним 42-й, мороз января. Бабушка умерла. Зима страшнее ада, суровые правды строгие, как огнем горя. Слова по нервам бьют, как телефонный зумер. Любила очень брата, младшая сестра. Коротенькая запись. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. В апреле дядя Вася, дядя Лёша в мае. Девчушка ставит точно часы, минуты, дни. На острове Васильевском жила семья большая, и вот теперь остались с мамой одни. Детская судьба. Чудовищная драма. Фашисты принесли вам столько бед. Дрожащей рукой она запишет: мам, 13 мая, мам, больше нет. Счастливый день, и снова мир настанет, и Ленинград восстанет во всей своей красе. Последняя страница. Осталась одна Таня. Савичевы умерли все. Застыли облески на могилах братских. Священная война закончилась весной. Запомните дневник девчушки ленинградской. Лишь 42 строки из книжки записной.